Продолжение 4-го урока школы исцеления. Мы сказали о том, что есть два типа исцеления как минимум. Когда Иисус просто сжалился над людьми, и по милости своей Он сделал свое чудо. Но, к сожалению, именно такой тип исцеления люди чаще всего теряют. И второй тип исцеления, это когда Иисус сказал: иди, вера твоя спасла тебя, по вере твоей да будет тебе. Это когда сам Иисус свидетельствовал, что люди получили свое исцеление по вере. И мы говорим сейчас о том, что тебе необходимо активировать свою собственную веру. Не веру своего друга, не веру своей бабушки, а веру своего собственного сердца. Потому что все возможно верующему. Итак, мы сказали о том, что вера, она начинается с того, что ты окружаешь себя словами веры. Она начинается с того, что ты выкидываешь из своей жизни, со своего информационного поля все то, что может разрушать твою веру. Ты окружаешь себя книгами, ты окружаешь себя видео, ты окружаешь себя людьми, которые говорят и говорят об исцелении. Дальше, вторая вещь. Ты не соглашаешься со своей болезнью. Ты говоришь: это не мое, я не хочу страдать, я не буду соглашаться с тем, что всю жизнь я буду колоть, может быть, там лекарства, или я буду есть лекарства, или я буду находиться на лекарствах. Ты внутри своего сердца не соглашаешься с тем, что ты болеешь. И это важные вещи, с которых начинается активация твоей веры. Дальше мы читаем эту историю, связанную с женщиной. Библия говорит, она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Не останавливайся здесь. Может быть, врачи тебе помогают. Как я уже сказал, спасибо Богу за врачей. Но полное исцеление – это то, что ты получаешь от Бога раз и навсегда. И знаете, многие люди есть с такой философией: да, конечно, я не пью, не курю, или лучше они говорят по-другому: вы не пьете и не курите, здоровенькими помрете. А я там пью, курю, и какая разница, все равно умру. Так печально, когда люди в 50 лет, так печально, когда люди в 60 лет, самый расцвет их разума, самый расцвет их сил, эти люди превратились уже в дохлую, там, дряблую кобылу, которая еле-еле доживает свои годы. Это не наша судьба, друзья дорогие. Если ты сегодня сын Божий, 70-80 лет крепкой жизни, это то, что Бог для тебя приготовил. Знаете, не разбитой жизни, когда ты от лекарств к лекарств, когда ты от медиков к медикам, когда ты от операции к операции. Это не твоя судьба. Твоя судьба — быть здоровым, быть счастливым и в конечном итоге уйти на небо здоровым человеком, а не человеком, который вздохнул на небесах и сказал: слава Богу, я отмучился, и наконец-таки я пришел в то место, где нет болезней. Пусть сегодня в твоих мозгах будет понимание: Бог хочет, чтобы в твоей жизни сегодня не было никаких болезней, чтобы сегодня ты жил счастливой жизнью. Итак, читаем дальше. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его одежде. «Если я хоть к одежде Его прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. Друзья, еще две истины, которые мы должны понимать. Библия говорит о том, что она слышала об Иисусе. Твоя вера очень просто, она будет расти. Само Писание нас так учит, когда ты слышишь Слово Божие. Вера от слышания. Итак, третий пункт. Как мне активировать мою веру? Это когда ты каждый день слышишь, что говорит Слово Божие о твоем исцелении. Каждый день включай. Может быть, вот эти же самые видосы, которые мы сегодня для тебя записали. Включай и слушай Дениса. Пусть он говорит в твои уши слова исцеления. Пусть он говорит в твои уши о том Иисусе, который может. И однажды ты поймешь, что это стало частью твоей жизни. Окружи себя информацией. Я снова повторяюсь. Так важно, чтобы мы слышали сегодня слова веры. Так важно, чтобы сегодня мы наполняли свои уши. И мы этими ушами впитывали информацию о вере. Сегодня, знаете, паника, сегодня страхи, сегодня люди, они только и говорят: там умерли, здесь такая статистика, здесь люди болеют, там люди болеют. Выкинь это из своей жизни. Я не слушаю этот негатив.
Я не наполняю себя с раннего утра негативом. Я научился однажды истине, что моя вера, она будет расти, когда я слышу слова обетования, когда я слышу слова, которые, может быть, до сих пор еще не стали частью моей жизни, но я окружил себя этими словами. И день за днем эти слова, они вытесняют из меня все, что противится вере, и они наполняют меня изнутри. И однажды, оборачиваясь, глядя по сторонам, я вижу, что это стало частью моей собственной жизни. Итак, третье. Как ты можешь активировать свою веру? Слушай об Иисусе, который является твоим целителем. Еще больше я тебе скажу. Выпиши все места Писания из Нового Завета, которые говорят об исцелении. Читай их ежедневно. И дальше Библия говорит, она сказала в сердце своем, если только к краю одежды прикоснусь. Вера, она говорит. Вера, она утверждает. Вера, она провозглашает. Четвертая вещь, как ты можешь активировать свою веру. Четвертое, это говорить ежедневно слова исцеления на свое тело. Буквально недавно я снова читал эту историю удивительной женщины. Ее звали Доди Остин. И она была женой очень известного проповедника, который уже живет на небесах, Джон Остин, который в свое время в Хьюстоне основал гигантскую церковь. И знаете, интересное свидетельство есть у этой женщины. Врачи поставили диагноз рак печени и отправили ее домой умирать. Они ничем не могли ей помочь. И она очень сильно мучилась от этого заболевания. И в один прекрасный момент она поняла, что все, что она может сегодня вместе с Богом, это окружить себя Словом Божьим и ежедневно исповедовать и говорить, что говорит о ней Слово Божие. Она стала свидетельствовать такие вещи. Она получила исцеление. Но каким образом она получила исцеление? Она стала говорить, прежде чем я питалась физической едой, я утверждала еду духовную, которую я получаю из Слова Божия через свои уста. Каждый день, по нескольку раз в день, я исповедовала и говорила то, что было сделано для меня на кресте, что ранами Иисуса Христа я исцелена, и мой рак был вместе с Иисусом на кресте. И это уже случилось 2000 лет назад. Она исповедовала и говорила одни и те же слова, которые были сказаны о ней в Слове Божьем. И она говорит, я чувствовала боли, я чувствовала, что этот рак продолжает делать свою работу. Но невзирая на то, что я видела, невзирая на то, что я чувствовала своими физическими глазами, я продолжала смотреть глазами духовными на Голгофский крест, на котором мои болезни. Я продолжала смотреть на Господа Иисуса Христа, который понес все мои болезни на крест. И я продолжала его ежедневно благодарить. Знаете, свидетельство этой женщины, это свидетельство тысяч людей. Больше 25 лет мы служим разным людям, и я видел тысячи исцелений. Я видел, может быть, тысячи людей, которые получили исцеление. Я видел людей, которые получали исцеление мгновенно, когда кто-то возлагал на них руки. И это было что-то не связанное с их верой. Потом проходило время, и люди эти могли потерять исцеление. Проходило время, эти люди, может быть, из-за того, что они не понимали принципов веры, они могли открыться снова где-то для болезни и снова болели. Но было очень много людей в нашей жизни, которые были научены принципу благодарения и веры в устах, которую так необходимо практиковать нам сегодня. Когда ты просто говоришь с раннего утра, может быть, ты чувствуешь боль, но ты вопреки этому, ты говоришь то, что главное в твоей жизни, истину Слова Божьего. И ты говоришь это с верой, ожидая, что это уже случилось. Знаете, история исцеления этой женщины, она уникальна. Иисус поворачивается, она почувствовала, что исцелена, а Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Иисус, ты чё? Эти люди нас окружают, они 1,5 метра дистанции санитарной не соблюдают. Ту дистанцию, которую сегодня все соблюдают во время карантина. Ученики кричали, они дистанцию не соблюдают, они теснят тебя вокруг, они все касались тебя. И знаете, что самое интересное? Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. Тогда Иисус сказал ей, дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова
от своего недуга. Это Евангелие от Марка, 5 глава. Давайте мы подытожим, что же все-таки такое активировать свою веру. Первое. То, с чего начинается активация твоей веры. И я хочу, чтобы ты начал это делать прямо сейчас, слушая меня. Запиши это себе. Первое. То, с чего ты начинаешь активировать свою веру. Окружи себя истиной Слова Божьего. Найди все книги, которые говорят об исцелении. Найди все проповеди в YouTube, которые ты можешь только услышать от мужей Божьих об исцелении. Найди все свидетельства людей, которые получили исцеление. Может быть, на ту же самую проблему, которая есть в твоей жизни. Окружи себя этим. Выпиши все места Писания из Нового Завета об исцелении. Дальше. Слушай это каждый день. Второе. Слушай слова веры, потому что вера, она растет от слышания. Твоя вера, она становится гигантской, она становится громадной, она вытесняет из тебя болезни, немощи. Когда она слышит слова веры, вера питается словами веры. Поэтому окружи себя этими словами веры и начинай ежедневно слушать эти слова. Начинай это говорить. Третье. Это говорить, это провозглашать. И мало того, что ты говоришь, не будь как человек, который говорит правильно, а вот здесь думает неправильно. То, что ты говоришь, думай об этом и видь то, что ты говоришь. Если ты говоришь, что ранами Иисуса я исцелился, увидь Голгофский крест, который стоял 2000 лет назад. И на этом Голгофском кресте твой рак. На этом Голгофском кресте твой гепатит. На этом Голгофском кресте твое заболевание, твоя болезнь. Как бы она ни называлась. Назови это сам, увидь это сам. Библия говорит, все наши немощи и болезни Он забрал на этот Голгофский крест. Я никогда не забуду эту ситуацию, когда я лежал со сломанным позвоночником. Я попросил, чтобы жена принесла все книги об исцелении. Я понимал, мне надо окружить себя словами веры. Я начал каждый день читать эти слова веры. Я слышал внутри своей головы эти слова веры. Я начал эти слова веры говорить. Но однажды я поймал себя на том, что я говорю правильно. Но вот здесь я ожидаю, что я все равно буду 80 дней мучиться и болеть. Что все равно ничего я с этим не поделаю. Мне надо будет пройти этот курс восстановления. И потом я много лет еще буду инвалидом, который не сможет поднять больше 1 килограмма с земли. Знаете, это так важно. Подчинить своим устам, подчинить тому, что ты слышишь, подчинить тому, чем ты окружил себя, еще свое мышление. Увидь, вера она видит Голгофу, вера она видит на Голгофе, на распятом Иисусе свои собственные болезни. И тогда я помню, я поймался на мысли, что я как попугай. Я говорю правильно, а думаю неправильно. И я привел в порядок свое мышление, я привел в порядок свои фантазии, я привел в порядок свои взгляды, внутренние взгляды. И я стал смотреть на Голгофу, как на то место, где висит моя болезнь, где висят мои поломанные позвонки. И Иисус открыл для меня через эту Голгофу мое исцеление. Вера – это, как я уже сказал, это видеть Голгофу, это говорить об этой Голгофе. Дальше, вера, 5, если я не ошибаюсь, это принимать свое исцеление прямо сейчас и здесь. Знаете, самый большой обман, который мы можем иметь, что когда-нибудь я исцелюсь. Вот я попаду сейчас на какое-то служение исцеления, я попаду сейчас на какую-то великую встречу евангелистов, на меня возложат руки, и там я получу исцеление. Исцеление – это то, что уже 2000 лет назад случилось на Голгофском кресте. Точно так же, как твое спасение, оно случилось там, если ты принял Иисуса Христа в свое сердце. Точно так же 2000 лет назад уже ты исцелился ранами Иисуса. Поэтому все, что тебе нужно, сказать, мое исцеление принадлежит мне. Сегодня я буду за него воевать. Сегодня я буду его провозглашать. Сегодня я буду принимать свое исцеление. И 6. Вера – это действовать согласно Слову Иисуса. Это действовать согласно тому, что ты читаешь в Слове, а не согласно тому, что ты чувствуешь. Когда я встал, я рассказывал эту историю, когда я встал с этой больничной койки, я чувствовал, что мой позвоночник болит. Я пришел домой, я чувствовал, что боль продолжает оставаться.
Когда меня какие-то люди спрашивали, а что ты чувствуешь? Я специально ничего не говорил о своих болях, я не исповедовал и я не провозглашал то, что я чувствую, потому что я в тот момент стоял в вере, в том, что я исцелен ранами Иисуса. Поставь первое на первое место. Многие люди думают, что вера и чувства это что-то похожее. Я тебе хочу сказать, вера ничего общего не имеет с твоими чувствами. Ты можешь чувствовать и физическими глазами видеть одно, а внутри своего сердца ты можешь верить совершенно в другое. Вот поставь веру на первое место. Перестань исповедовать свои чувства. Перестань жаловаться на то, что ты чувствуешь. Перестань жаловаться на свою болезнь. Как часто мы занимаем такую позицию. Мы говорим правильно, мы даже думаем, мы видим Иисуса распятого с нашими грехами, с нашими болезнями, но продолжаем исповедовать и продолжаем ставить на первое место то, что мы чувствуем. Если ты сегодня поставишь на первое место веру, ты заставишь свои чувства замолчать, и за твоей верой пойдут твои чувства. Еще очень важная вещь, которую мы должны понимать, то, что связано с верой, это два места Писания, и мы подведем черту. Римлянам 10 глава, 10 стих. «Вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение». А вот здесь смысл слова «спасение», он заключается или он несет такой смысл, как спасение от греха, спасение от любой зависимости, и в том числе спасение от заболеваний или спасение от мучительных болезней. Это слово «спасение», оно имеет такое понимание, как принести исцеление в жизнь человека страдающего. Спасение, Библия говорит, приходит через постоянное исповедание уст. Постоянное, это я уже добавил от себя. Это то, как работает Слово Божие. Когда ты видишь, что говорит Библия, когда ты веришь в это своим сердцем, и ты начинаешь ежедневно, каждый день говорить, утверждать, провозглашать. И Слово Божие говорит, через исповедание твоих уст приходит твое спасение. Еще одно место Писания. Притча 4 глава с 20 стиха. «Сын мой Денис». Когда ты читаешь Библию, соотноси ее к своей жизни. «Сын мой Денис, будь внимателен к речи моей». Это мне Бог говорит. «Слова мои слушай прилежно». Прилежно. Это когда ты делаешь это ежедневно, постоянно. Ты над этим трудишься. Я еще раз тебе говорю, если ты ищешь исцеления, узнай все, что об этом говорит Новый Завет. Потрудись, выпиши своими руками или выпиши это, может быть, своими пальцами, если ты сегодня печатаешь. Выпиши. Почему обязательно выписать? Потому что когда ты пишешь, ты пропускаешь эту информацию через свои глаза, через свое сердце, и это выходит через твои руки. Это становится частью тебя самого. Прилежно слушай мои слова. Не упускай их из вида. Я хочу тебе сказать больше. Что значит не упускай из вида? Утром проснулся, а у тебя исповедание Слова Божьего на стене. У тебя на А4 формате распечатано: «Денис, ты ранами Иисуса исцелен». Заходишь в кухню, а там написано: «Иисус Христос понес твои немощи и болезни». Заходишь в туалет, а там опять исповедание. И ты везде, куда бы ты ни приходил, ты окружил себя Словом Божьим. Таким образом мы активируем веру. Таким образом мы эту веру делаем большой. Дальше написано: «Храни их в сердце, не позволь лживому клеветнику, дьяволу, который говорит: да нет, это не для тебя. Да нет, у тебя не получится. Да нет, это было в первые века. Да нет, это может быть произойдет с тобой, когда ты встретишься там с Кэрри Блейком. Это произойдет с тобой, когда там 15 человек за тебя попастятся. Ой, этот клеветник, он будет придумывать 100 тысяч оправданий. Почему тебе не надо получить исцеление сейчас?» Поэтому Бог говорит: храни слово мое в сердце, а не ложь клеветника. Если у тебя есть какая-то ложь клеветника в голове, выкинь ее сейчас. И дальше Библия говорит: слова Божьи, они жизнь для тех, кто нашел их, и для тела всего здоровье. В другом месте написано: для тела всего исцеление. Слово Божие – это основание моей веры. Слово Божие – это то, чем я окружаю себя ежедневно. Слово Божие – это то, что я слышу о себе, о своем будущем и о своем теле. Слово Божие – это то, что я говорю своими устами. И мало того, что я говорю,
об этом. Я это вижу в своей голове. Я это вижу в своих фантазиях. Я вижу этот Голгофский крест. Я вижу свои болезни на этом кресте. Слово Божие — это когда я поступаю соответственно Ему. Слово Божие или здоровье, которое Слово Божие приносит, это когда я говорю прямо сейчас. Это уже случилось. И это уже стало моей судьбой. Иоанна 8:32. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это сердце Евангелия. Слово Божие делает тебя свободным. Итак, сегодня ты можешь активировать свою веру. Сегодня все практически в твоих руках. Мы не раз говорили о том, что все в нашей голове. Голова — это часть нашего сердца, которую мы должны включать в процесс верования. Включи свою голову в хорошем смысле слова. Прочитай, увидь, говори, утверждай, поступай и принимай то, что приготовил для тебя Иисус. Я могу сказать, если вы внимательно слушаете, если вы соотносите к своей жизни то, что вы слышите на наших уроках, исцеление, оно станет реальной частью твоей жизни. И мы будем видеть и слышать множество различных свидетельств того, как люди по вере получили свое исцеление. И снова, на этом я хочу закончить. Последнее мое вдохновение для вас сегодня. Не соглашайтесь, не смиряйтесь ни с какой болезнью в своей жизни. Пусть это станет враг номер один для тебя. Пусть это станет что-то, с чем ты воюешь и с чем ты борешься в своей жизни. И однажды ты услышишь слова: «Денис, вера твоя исцелила тебя».